Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для водолеев. Посмотрим, какой будет месяц для вас. Замечательный месяц, новые возможности. Какие-то люди новые приходят, которые благотворно повлияют на вашу жизнь. Это карта выздоровления, обучения, получения дипломов. Очень хорошая карта для того, чтобы понимать, что делать, куда идти, где работать, как себя проявить. В отношениях тоже особенная мудрость. То есть водолеи просто замечательно месяц этот проведут. И, скорее всего, из любых критических ситуаций вы выходите победителями, потому что у вас в этом месяце есть на это силы. Давайте посмотрим, что нужно сделать для этого. Ну, во-первых, нужно будет посмотреть как-то иначе на ситуации, которые у вас уже сложились. Возможно, во взаимоотношениях есть недопонимание, да, вот разное мировоззрение, разный взгляд на вещи. Карта говорит о том, что вы сможете договориться. Если, допустим, вы ищете работу, тоже придет какая-то помощь, да, какой-то шанс все изменить. Но для этого, смотрите, нельзя быть упрямыми, не нужно стоять на своем, нужно быть открытыми всему новому, и нужно допускать мысль, что вы можете ошибаться. Тогда у вас действительно есть возможность выйти на совершенно новую жизненную территорию. А может быть, это даже реализация какой-то вашей мечты, какого-то большого проекта, какой-то сделки, которая вот пока что никак не может реализоваться. Просто из-за того, что вы смотрите узко, да, то есть через глазок, а нужно смотреть шире, нужно учитывать все возможности, может быть, посоветоваться с людьми мудрыми, да, со специалистами. Если, допустим, вы сами ищете работу, то, может быть, неплохо бы нанять рекрутинговое агентство, допустим, да, или еще что-то делать для того, чтобы у вас возможности увеличились. То есть, если оставаться в том же состоянии, в том же положении, в котором вы сейчас, то ничего не изменится. То есть, как была преграда, так и остается. В общем, все дело в мышлении и все дело в том, чтобы не считать себя правыми и не считать, что ситуация тупиковая. То есть выход есть 100%, просто нужно постараться его увидеть. Нужно посмотреть в другую сторону. И, может быть, то, что кажется вам сейчас особенно неподходящим, оно как раз и окажет помощь вам. Отношения для тех, кто в поиске взаимоотношений. Карта говорит о том, что вы меняете свою жизнь. Здесь вот как раз может быть встреча. Но опять же, смотрите, вы пока что не хотите общения. Может быть, это на подсознательном уровне только происходит. Да? Опять же, нужно менять мышление, нужно менять цели, намерения, да, или может быть идеал какой-то другой мужчина, может быть у вас отношения в прошлом были очень негативные и вы закрылись, да, то есть вы не хотите вообще, в принципе, отношений внутри, потому что подсознание чувствует, что вы будете там страдать, да, и оно не допускает до вас новые знакомства. Поэтому вот здесь опять же придется менять что-то, то есть сказать себе, что не все люди одинаковые, что есть отрицательные персонажи, да, есть положительные. И тут самое важное просто в самом начале быть открытой и смотреть трезво на человека, да, не открываться слишком быстро, не влюбляться слишком быстро, учитывая прошлый опыт. Но в то же время не нужно допускать, что все всегда одинаково в отношениях. Для тех, кто в паре. Карта говорит о том, что у вас может быть ситуация какая-то в этом месяце непредвиденная. Да? Вы можете положиться, допустим, в чем-то важном на своего партнера, а он не контролирует ситуацию, может привести вас не туда, куда нужно. И совет здесь такой. Нельзя полагаться на другого человека, насколько бы он вам близок ни был. Да? Нужно обязательно брать ответственность за все на себя и все лично проверять. Вот здесь, смотрите, люди во внешнем мире действуют. То есть это не просто ваши личные отношения, да, а это проблема в обществе, да, во внешнем мире. И вы в ваших отношениях-то все хорошо,
Но вот как раз перекладывание ответственности на другого человека, оно может привести к проблемам. То есть один человек что-то пропустил, не проверил, не проконтролировал, а вы полагаетесь на него, и вот ситуация может быть плачевной. Тем более, смотрите, башни с часами, да, то есть не так много времени у вас осталось на то, чтобы ситуацию как срегулировать, да, то есть вот обратите внимание на это, вот открытый люк, вполне можно здесь в него угодить, вот здесь обрыв такой, тоже как бы по кромке ходите, скажем так, да, то есть нужно брать ответственность на себя и обязательно все проверять или стараться свои проблемы решать самим. Так, давайте посмотрим, что же тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что нужно открыть сердце, нужно поговорить по душам, и тогда можно помириться. Давайте посмотрим работу. Те, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вы уже устали искать подходящую работу. Скорее всего, все опыты были неудачные или, может быть, надежды не оправдались. Или, может быть, образование устарело, которое у вас есть, опыта, может быть, недостаточно для нового, да. То есть вот здесь нужно преобразования какие-то делать в себе обязательно, нужно чему-то учиться, нужно искать то, что вам действительно подходит, или то, что соответствует времени, да, потому что, смотрите, вы все время назад оглядываетесь, да, и на то, что у вас было в прошлом, а вам надо смотреть вперед. Впереди-то проблема, а вы ее не видите, да, то есть проблема как раз в том, что не хватает нового опыта, нового образования. Вот здесь нужно приложить усилия. Если, допустим, искать работу, можно даже сразу обозначить, что вот я готова, там, готов учиться, я как-то могу. Или, допустим, если есть какая-то для вас работа привлекательная, да, заранее нужно получить какое-то образование, не обязательно оно должно быть какое-то дорогостоящее, платное, допустим, да, достаточно сейчас различной информации в интернете, можно вполне самостоятельно этим всем заниматься, повышать свой уровень, свои знания, чему-то научиться, вот что именно вам в вашей профессии нужно, и тогда все наладится. Здесь фигура только одна, то есть от вас зависит. Вам никто не нужен, чтобы этот опыт приобрести. Просто усилия и вот чтобы вы смотрели вперед. Для тех, кто уже работает, здесь тоже могут быть какие-то задержки, которые связаны с обществом, да, с тем, что в обществе происходит. И здесь приходится ждать какие-то ситуации замороженные, здесь какие-то ситуации ограничений. То есть вы в таком состоянии можете находиться, да, когда вы просто ждете или на удаленной работе, или, может быть, какой-то отпуск даже вам тут делают. И карта говорит о том, что об этом нужно заранее позаботиться, подумать, да, чтобы не оказаться в ситуации, там, когда, допустим, нет денег или еще что-то такое. Может быть, дополнительная какая-то деятельность должна быть на тот период, когда вот такой застой на работе. И посмотрите, перед вами тут целое море, да, то есть у вас возможности-то есть, просто не нужно рассчитывать только на одну работу, обязательно нужно, чтобы еще что-то было. Для тех, кто занят своим делом, вот здесь вот может быть ситуация сложная, да, могут быть люди, на которых вы рассчитывали, они могут как-то вас подвести, это и партнеры, это и клиенты, и коллектив ваш, в общем, то, откуда вы совершенно не ждали. Может быть, даже это и от государства какие-то сложности, да, которые не дают вам работать. Рука, да, то, чем мы работаем. Также карта говорит о том, что это желательно предусмотреть. Если это невозможно предусмотреть, то давайте посмотрим, что нам лучше сделать. Нужно опираться на других людей, на семью, дополнительные какие-то источники дохода искать, да, если, допустим, у вас не происходит поступление финансов, то, значит, может быть, есть у других членов семьи, да, то есть вот карта говорит о том, что неплохо было бы воспользоваться несколькими стратегиями, да, и несколькими источниками дохода, не рассчитывать только на одно это дело, потому что здесь вот действительно могут быть проблемы неожиданные совершенно. Они еще больше выбивают из колеи, когда не ждешь.
Финансы для тех, кто на зарплате. Ну, тоже вот с финансами сложность. Опять же, это все временно, да. Здесь лед растает и будет все как надо. Но вот именно если вы не подготовились к этому периоду, к ноябрю, да, то может быть такое, что денежек не хватает. Или, допустим, кто-то что-то должен был вам заплатить, не заплатили, как-то заморозили какой-то проект, нет работы или еще что-то такое. Вот может такое произойти. Нужно обязательно, чтобы к этому времени были какие-то средства отложенные. Так, для тех, кто своим делом зарабатывает, да, будет много ситуаций, связанных с финансами, критических. Скорее всего, нужно думать о том, что делать, да, как сделать так, чтобы финансы поднялись на должный уровень, как использовать вот этот прошлый опыт, да, вот ступеньки, как вы шли, для того, чтобы что-то новое начать. То есть здесь карта не показывает суеты какой-то, да, не показывает, что срочно что-то нужно делать, а вот обдумать все нужно. Нужно подумать, как лучше действовать. Именно разумом здесь можно решить проблему. Так, теперь здоровье. Вот опасность от острых предметов, опасность от неосторожного поведения или, может быть, от других людей, с которыми вы конфликтуете, да, опасность на дороге от любого железа, да, машина у нас тоже железо. И, в общем, смотрите, здесь именно невнимательность. Смотрите, девушка смотрит в другую сторону совершенно, да, из-за этого она поранилась. То есть именно ваше здоровье зависит от вас, от вашей внимательности. Не будьте рассеянными и старайтесь вот оберегать себя, защищать свое здоровье, потому что прям сами себе мы здесь можем нанести вред. Ну, допустим, если, ну, как бы рука здесь пораненная, то есть мы не можем, допустим, работать, да, и из-за этого могут быть денежные проблемы не только у нас там, но и у семьи и так далее. То есть вот здесь вот нужно быть очень осторожными в течение этого месяца, быть очень мудрыми, да, не упрямиться. Так, теперь итог месяца. Но по итогу месяца очень много событий, да, которыми вы будете просто перегружены. Но еще и проблема в том, что вы сами на себя все взваливаете. Да. Нужно разделить все обязанности поровну между там, членами семьи, между коллективом, с которым вы работаете и так далее. То есть нужно себя немножко разгрузить. Или, может быть, вообще даже что-то отбросить в сторону, если это прям перегружает вас. Может быть, что-то можно исключить. Допустим, какие-то обязанности перенести на другой день, но на другой месяц. Но и смотрите, здесь также ситуация, которая говорит о том, что те обязательства, которые вы взяли ранее, может быть, вы их раньше легко выполняли, а сейчас они для вас могут быть непомерной тяжестью. Может быть, нужно действительно пересмотреть какие-то обязательства вместе со своими близкими людьми и поменять порядок. Друзья, желаю всем замечательного месяца, желаю, чтобы все ситуации были только вам во благо, чтобы все у вас было хорошо и безопасно. Всего вам доброго, до свидания.